Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на октябрь 2020 года для козерогов. Посмотрим, что ждет вас в этом месяце. Карта месяца отличная карта, как раз в вашем стиле, в ваших энергиях. Карта мир. Начало месяца, середина месяца и окончание месяца. Карта на отношения, на работу, на финансы и на здоровье. И итог месяца. Итак, карта мир у нас это окончание какое-то, выход из сложной ситуации. Это счастливая какая-то случайность, которая происходит и нам на благо оборачивается. Это достижение каких-то целей очень важных, назначение на должность, завершение сделки, да все что угодно может быть, все, что для вас важно, оно как раз находит вот самое лучшее решение. И помощь приходит, и вот как бы все идет вам в руки. Если это касается отношений, то это самый лучший партнер рядом с вами, ваша вторая половинка, идеально, просто вам подходящий. Для начала месяца выпадает карта повешенной. Мы здесь стараемся закончить какие-то дела или, может быть, просто довести до конца то, что начали. Может быть, у нас мало времени, и мы постоянно в работе, в делах. Может быть, мы постоянно пытаемся что-то найти, какие-то ошибки, какие-то решения, да, и вот, может быть, нам довольно-таки сложно в этот период, и что-то нас сдерживает, что-то нам мешает. И также здесь может прошлое очень сильно вмешиваться в нашу жизнь. Это или люди, или ситуации, которые уже были и снова начинают повторяться, и как бы обращают на нас внимание, говорят, что обрати на нас внимание, проработай этот момент, как-то сделай выводы, чтобы эти ситуации больше не повторялись. Вот таким образом у нас может начало месяца проиграться. А также работа по ночам, работа, когда очень много дел, и мы пытаемся как можно скорее закончить и забываем даже спать. Хорошее время для того, чтобы подумать, найти ошибки, найти какие-то, может быть, неразрешенные, вернее, вопросы, да, разрешить. В общем, хорошее очень время для того, чтобы довести все до конца, проанализировать. Дальше середина месяца, пятерка пентаклей. Пятерка пентаклей карта очень сложная, потому что без труда ее нельзя как бы прожить приятно и легко. Но если, допустим, мы правильно прожили вот эту первую часть месяца, первую треть, то тогда вот эта пятерка пентаклей, она обернется для нас благом. Вот, знаете, вообще у нас пятерка пентаклей, она астрологически связана с Меркурием в Деве. И у нас Дева, она требует всегда от нас как бы выполнения своих обязательств. Она требует какого-то самопожертвования, заботы о других людях. Она заставляет нас вот все считать, относиться ко всему очень внимательно, да. Вот и Меркурий здесь, конечно, как бы ему трудно, да. То есть Меркурий это у нас планета легкая, когда хочется как-то по верхам пробежаться, информацию какую-то, если и изучаем, то очень как-то поверхностно. Нам не хочется вникать, нам хочется, чтобы было много общения, много информации, но вот глубоко вникать не хочется. Но если все-таки мы будем это делать, то тогда эта часть месяца пройдет очень хорошо. Да, придется, может быть, что-то переделывать, какие-то ошибки исправлять, очень внимательно обращать внимание на каждую деталь. В общем, оттачивать, может быть, свое мастерство, да, то есть работы может быть много, но и вознаграждение будет хорошее. То есть это же все-таки пентакли, это деньги, это даст возможность перейти на новый уровень. Вот, в общем, этот период, он у нас должен быть таким, мы настроены на то, чтобы сделать все самым лучшим образом. И если от нас что-то требуется, если мы кому-то что-то должны, да, какие-то обязательства у нас есть, нужно их выполнить самым лучшим образом, и тогда эта карта проиграется положительно. В конце у нас месяца двойка мечей. Карта
которая говорит о том, что нужно обязательно найти единомышленников, потому что иначе нам будет трудно. Если нас окружают люди, которые не понимают нас, у них совершенно другой взгляд на жизнь, на мир, то будет очень тяжело прожить этот период. Вот желательно, чтобы в это время был человек рядом, который понимает, с которым можно что-то обсудить, обговорить, который даст хороший совет, поможет. И здесь, может быть, даже хорошо отказаться от такого общения, которое вредит, от тех людей, которые совершенно нам не подходят. Может быть, придется сделать такой выбор. Вообще двойка мечей – это у нас карта Луны в Близнецах. То есть здесь может быть и с близким окружением какое-то непонимание, да, вот, может быть, даже придется на какое-то время вот от своих близких отгородиться. Это не то, что вот их бросить и больше с ними никогда не общаться, нет, но временно, да, нужно будет как-то вот уединиться, потому что иначе вы будете терять энергию при общении, да, вот. Когда нас не одобряют, когда нас критикуют, не понимают, то нам вообще ни до чего, получается, нет дела, и руки опускаются. Да? Вот поэтому очень важно здесь вот проследить за окружением, за своим. Также очень хорошее время для того, чтобы решать вопросы, связанные с какими-то отношениями. Ну, допустим, есть человек, который долгое время вот как бы не находит с вами общий язык. Может быть, от него уже пора отказаться, может быть, уже пора перестать тратить туда силы, энергию, слова, терпеть, допустим, критику или еще что-то такое. То есть очень часто вот эта карта по отношениям вот таким образом проигрывается, что запретить себе общаться с какими-то людьми, которые забирают нашу энергию, которые не дают нам реализовываться, и не принимают нас, не одобряют. И естественно, что в таком случае у нас выпадает пятерка чаш в отношениях. Да, это тоже карта, когда нам хочется все-таки в будущее идти, да, а прошлые отношения, они нас не пускают, либо какие-то прошлые обиды, то, что произошло когда-то, оно нас держит, и никак мы не можем с этим справиться, никак не можем простить. И чаще всего такое бывает, знаете, когда мы прогоняем от себя вот эти чувства, ну, допустим, не буду печалиться, да, нужно быть оптимистом, и вот эти чувства, которые не прожитые, негативные, они вот все равно никуда не деваются, они у нас уходят в подсознание, и оттуда нам ну, как бы выходит или депрессии, или еще чем-то негативным, да, либо вот эта обида, которая там засела, она пожирает нашу энергию. В общем, нужно разобраться с этим, нужно дать себе прожить вот эти эмоции, которые были вызваны чьим-то негативным поведением. Может быть, это нужно выписать, может быть, это нужно выговорить. Не обязательно тому же человеку, можно просто сесть в уединении, да, и вот заняться этим вопросом, прям специально выделить для себя это время, потому что иначе у вас просто блокируются вот ваши чувства, вы не можете чувствовать любовь в полной мере, вы не можете открыться новому, будущему не можете открыться, не можете чувствовать того, что происходит сейчас, потому что вот у вас часть энергии любви заблокирована. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске. Партнеры шестерка трефовая. Вот, может быть, пора вам уже думать, перестать о прошлом, о прошлых отношениях и начать новое. То есть нужно решиться внутренне. Прежде чем появится человек у вас новый, вам нужно самим отказаться от старого, от прошлого. А для тех, кто в паре, шестерка бубновая, вот у вас есть замечательная возможность решить любые конфликты, которые были в прошлом. И вот все будет этому помогать. Обязательно все ситуации разрешатся счастливо у вас. А новая надежда появится в отношениях, новые возможности, договориться сможете, помириться. В общем, здесь очень хорошая карта для вас двоих. И, кстати, финансовый вопрос или еще какая-то удача может очень благотворно сказаться на ваших отношениях.
И восьмерка червовая выпадает тем, кто в ссоре. Карта говорит о том, что вы, в принципе, можете помириться. Вы, скорее всего, любите друг друга. И вот раньше у вас тоже бывали такие размолвки, и вы снова мирились. Вы, в принципе, подходите друг к другу, просто это вот временная какая-то размолвка, поэтому нужно смело мириться, но для того, чтобы они не повторялись, эти ссоры, нужно договориться, что-то вы друг в друге не понимаете или не принимаете. Работа выпадает, король Пентаклей. Очень хорошая карта для того, чтобы работать, достигать новых высот в карьере, сделки заключать, зарплата повышается. В общем, все здесь у нас идет своим чередом. Либо это руководство, которое нас поощряет, либо мы сами становимся руководителем. В общем, то, к чему мы стремились, может реализоваться у нас в деятельности. Для тех, кто в поиске работы, дама бубновая. Карта говорит о том, что вы можете занять руководящую должность, да, можете найти такую работу. Причем, скорее всего, будет несколько вариантов, вы еще здесь будете думать. Либо нужно воспользоваться связями, если есть такой человек, который сам занимает высокое положение, он может помочь. Для тех, кто своим делом занят, для тех, кто работает, у кого есть работа уже сейчас, выпадает карта Джокер. То есть какая-то небывалая возможность для вас, либо для повышения вашего по карьере, либо для финансов. Очень хорошая возможность. Либо какой-то проект вам дадут выигрышный, либо переведут на какую-то должность, или, может быть, в командировку в какую-то отправят. В общем, все для вас здесь обернется благом. А для тех, у кого свое дело, валет червовый, карта говорит о том, что вам просто будет очень нравиться то дело, которым вы занимаетесь, и все, что в этом месяце будет происходить, это все будет как бы очень радовать вас, вдохновлять. Может быть, будет у вас семейный бизнес, и вы привлечете вот друзей, близких людей в помощь к себе, да. Может быть, эта карта говорит о том, что вы будете очень заботиться о своем коллективе, о тех людях, которые вот обращаются к вам там за покупками, за услугами, и они будут это чувствовать, и вот будет очень хороший у вас доход здесь, да, слава у вас будет хорошая, сарафанное радио будет работать. Также здесь может быть тоже скидки какие-то, благодаря которым вы очень много притянете себе клиентов. Финансы. Выпадает карта старшего аркана «Умеренность». Карта говорит о том, что стабильно все в финансах, и вы ни в чем не будете нуждаться. Но все-таки нужно как бы лишнего не тратить, нужно, чтобы был запас обязательно, да, денежный, и желательно вот по списку делать покупки. Для тех, кто на зарплате десятка трефовая, карта говорит о том, что будет какая-то большая сумма, ну как бы одним таким платежом придет вот на ваш счет или в ваш кошелек. Или, может быть, знаете, какая-то финансовая удача. Да? Если, допустим, у вас перемена действительно в должности, то зарплата ваша повысится. Для тех, кто своим делом зарабатывает, вот какие-то коммерческие сделки очень выгодные, могут быть крупные какие-то сделки. В общем, очень хорошее время для того, чтобы заработать. Продажи, экспорт, импорт. Здесь будет удача в индивидуальном предпринимательстве, в коммерции, фрилансе и так далее, и так далее. Здоровье. Выпадает тройка чаш. Карта для здоровья просто идеальная. И здесь, возможно, если вот кто-то болел, то эта карта прям выздоровления, когда мы соблюдаем там режим, когда мы соблюдаем как бы порядок приема лекарств, да, и вот постепенно выздоравливаем. Для тех же, кто был здоров, здесь все и так замечательно, но карта говорит о том, что обязательно вот для вашего здоровья нужно движение и нужно, чтобы были впечатления.
может быть, какая-то информация, которая развивает, да, то есть вот вам без впечатлений никак нельзя, может быть, нужно приглашать почаще в дом друзей, какие-то хотя бы маленькие праздники организовывать. Это очень вам будет полезно для вашего здоровья. И в конце месяца у нас выпадает карта влюбленные старшего аркана. И это значит, что вот для козерогов этот месяц будет действительно каким-то поворотным и очень значимым. И все те решения, которые вы будете принимать в этом месяце, они будут менять вашу жизнь. Вот в какую-то сторону все-таки ваша жизнь изменится, да, потому что вот у нас очень много карт, которые об этом говорят. Друзья, желаю, чтобы октябрь вас радовал. Желаю, чтобы все сбывалось только самое лучшее. Всего вам доброго. До новых встреч.